Большое спасибо за приглашение. Очень рада, что здесь присутствует так много представителей разных министерств. И у меня на самом деле есть презентация, которую я позже также отправлю через Анну для того, чтобы у вас был доступ ко всем ссылкам. Вот. Здесь довольно много ссылок, по которым можно походить и почитать детальнее, но я постаралась очень кратко, емко изложить. Моя цель сейчас рассказать вам о том, какая роль сети общественных организаций КЭН во время переговоров, что это вообще за сеть, для чего она полезна, почему она существует, извините, и чем занимается непосредственно на переговорах ООН. Итак, в нашем регионе сеть объединяет 59 членских организаций в 11 странах. Это постсоветские страны, вы видите их на экране, да? Но также мы являемся частью большой сети Climate Action Network, соответственно, в более 130 странах в нее входят больше 1500 общественных организаций, ну, практически со всего мира. В нашем регионе сеть была создана в 2008 году. Но в целом на переговорах ООН по климату сеть КЭН с разных регионов, она присутствует, в принципе, с самого начала переговоров. Позже скажу, что конкретно там делает, но в целом это место для усиления именно голоса общественности. Наша миссия именно сети региональной – это то, что мы работаем для того, чтобы гражданское общество региона было сильным, было организованным, чтобы наши страны внедряли политики, которые ведут к климатической нейтральности, к зеленой экономике, и чтобы между этими процессами была согласованность на основе климатической справедливости. Также, я думаю, важно поделиться нашими стратегическими направлениями работы, чтобы вы достаточно хорошо понимали, с чем мы работаем, а с чем не работаем. Конечно же, это поддержка развития амбициозной и справедливой климатической политики в наших странах, в том числе, и это была одна из причин создания сети, это координация во время переговоров ООН по климату, непосредственно КОП. Дальше это поддержка активности гражданского общества, усиление их влияния на местном уровне, в том числе локальных сообществ, для того, чтобы формировать климатическую политику, будь она локальной, либо национальной. Также это создание платформ для коллаборации разных стейкхолдеров, да, то есть не только общественность, но в том числе государственные органы, с бизнесом пока напрямую не работаем, но в целом на площадках, которые мы создаем, они также могут присутствовать и знакомиться таким образом с экспертами, которые есть в странах. И, конечно же, это коммуникация, отдельное направление нашей работы, сотрудничество со СМИ и всяческое информирование широкой аудитории о том, что климатический кризис происходит и что с этим делать. Вот. Соответственно, роль сети КЭН в целом на конференции КОП – это в первую очередь, конечно же, скажем так, собирать своих членов и обеспечивать их координацию между собой, да, чтобы члены сети, в нашем случае региональной, но также на международных встречах, где приходят члены сети из разных стран, чтобы они знали, что происходит, и вовремя получали эту информацию. Но на самом деле доступ к информации КЭН предоставляет не только своим членам, то есть не только общественным организациям, но в принципе всем желающим. И для этого есть много методов. Один из них – это ежедневный бюллетень ЭКО, так называемый, который выходит каждое утро во время переговоров. Каждое утро, когда вы будете заходить на территорию переговоров, скорее всего, вы увидите людей, которые раздают, ну, еще в последнее время это были бумажные версии, хотя онлайн-версии всегда есть, просто непосредственно на переговорах еще дополнительно раздают такие вот небольшие бюллетени, в каждом обычно где-то, может быть, 4-5 очень коротких таких новостей, новостных заметок о том, что самого важного произошло в разных секторах, поскольку переговоры происходят на разные темы, то есть кто-то следит конкретно за финансами, кто-то за потерей ущерба, да, loss and damage, кто-то за статьей 6 механизмами, да, Парижского соглашения, то есть есть много разных тем, кто-то за справедливостью, за участием общественности, и об этом всем пишут каждый день
такая большая команда как бы редакторов, волонтеров из сети. Вот. Это все тоже в свободном доступе, ниже, дальше будет ссылка, где онлайн можно читать, скачивать себе, но также можете это делать прямо на переговорах. Также Кен делает пресс-конференции практически каждый день, где также высветляет, в принципе, самые актуальные темы, то есть тема иногда решается за день до. Вот. То есть что-то важное, например, произошло, какая-то страна о чем-то заявила, это можно осветить на следующий день на конференции, и прийти, соответственно, послушать тоже, что нового, что важного произошло. И, конечно же, члены Кен и Кен как сама по себе организация проводят разные сайд-эвенты, да, то есть дополнительные мероприятия под крышей переговоров на абсолютно разные темы, связанные с климатом, справедливостью, с энергетикой, транспортом и так далее. И в целом, как я уже говорила, да, это роль сети выступать от имени гражданского общества, в том числе там, где, возможно, нет открытого доступа на переговоры. То есть, скорее всего, если вы, как члены делегации, будете выступать, будете принимать участие в таких, скажем, закрытых мероприятиях, если кто-то там будет из общественности, с большой долей вероятностью они будут говорить как члены сети Кен. Собственно, так выглядит бюллетень. Так он выглядит онлайн, также самый распечатанный, и есть ссылка для того, чтобы, когда они начнут выходить с первого дня переговоров, со второго, наверное, то вы смогли бы его напрямую читать. Это примеры с 2019 года, с прошлого КОПа в Мадриде. Я хотела также поделиться ссылками и немножко описать, какого вида работу делаем мы в регионе непосредственно Векца, потому что исторически как общественность, так и делегации из наших стран на самом деле, к сожалению, не являются самыми активными стейкхолдерами на переговорах, то есть это не самый громкий голос, который слышно, можно так сказать. И опять же, я подчеркну, это касается не только общественности, но также и экспертов, которые туда приезжают. И отчасти поэтому появилась потребность объединяться, да, появилась потребность иметь какую-то общую позицию, как бы вместе громче, да, мы звучим. Вот. И то, чем занимается наша сеть, в том числе, это как раз-таки тоже поддержка общественности в том, чтобы их позиции были донесены до высокого уровня как правительства стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, так и на международный уровень. То есть наша задача – это рассказывать миру про регион, если простыми словами, и региону про мир. То есть какие процессы важные происходят на международном уровне, но также и международному сообществу рассказывать о том, какие результаты, какие есть вызовы в нашем регионе и какие хорошие происшествия, вот заявления, например. Вот. В частности, здесь на экране это зеленое восстановление и климатические действия Центральной Азии, позиция, которую мы подготовили с нашими членами из центральноазиатских стран в прошлом году, тоже доступна по ссылке, и, в принципе, многие из позиций там до сих пор очень актуальны, она такая довольно рамочная, советую ознакомиться, но есть еще более, конечно, конкретная позиция, которую вы, скорее всего, уже прекрасно знаете, но я хотела ее здесь также добавить. Это, собственно, позиция гражданского общества Кыргызской республики конкретно, которая самая, наверное, свежая из того, что у нас в регионе выходило, и она как бы связана непосредственно с климатическими переговорами. Довольно детальная, также очень советую ознакомиться. У меня дальше есть несколько предложений по поводу того, где мы можем сотрудничать и где, в принципе, стоит принимать участие, особенно если делегаты, возможно, едут либо впервые, либо есть среди делегаций люди, да, которые, например, едут впервые на переговоры. Во-первых, конечно же, переговоры – это место встречи. То есть все то, что сложно было делать онлайн, особенно последние пару лет, можно, наконец-то, да, встретиться с теми людьми, с которыми долго откладывали встречи на переговорах, скорее всего. Как минимум, это все те люди, которые не входят в официальную делегацию, но также едут из Кыргызстана. Да, это общественность, много говорили про молодежь в последнее время, она очень активно Кыргызстан представляет и в нашем регионе, и уже все знают про то, что есть такой вот
активное сообщество молодежи в Кыргызстане. Это также медиа, журналисты. Я, к сожалению, сейчас не знаю, но, возможно, Анна или кто-то подскажет, есть ли журналисты из Кыргызстана, которые хотят участвовать. Вот, но часто есть. И есть еще разные эксперты, которые как бы представляют страну, но неофициально через делегацию. Тем не менее, с ними очень интересно и важно встречаться, поскольку они все являются носителями каких-то определенных позиций, связанных с Кыргызстаном, не знают страну, знают контекст, вот, и могут быть довольно сильными союзниками. Также, переходя к таким более глобальным союзникам, есть группа стран, которая называется Climate Vulnerable Forum. Это организация стран, которые уязвимы, в первую очередь, наиболее уязвимы к изменению климата. Они довольно амбициозные в своих заявлениях, при том, что изменение климата затрагивает их наибольше, вложения, как бы свой вклад в изменение климата они сделали меньше всего. Ну, это как раз вопрос климатической справедливости, да. И Кыргызстан, на самом деле, мне кажется, подходит очень хорошо к тому, чтобы, ну, вступить в эту группу. Я могу тоже с этим посодействовать. Есть контакт непосредственно из CVF. И на самом деле как раз на таких международных площадках очень часто не хватает голоса нашего региона. Честно скажу, многие международные такие вот объединения плохо себе представляют, что происходит в странах постсоветского пространства. Вот. Ну и дальше предлагаю также, конечно, использовать это время для встречи с делегациями других стран, не только Украины, Казахстана, как здесь написано, в целом тех стран, опыт которых для вас релевантен, важен, у которых хочется либо поучиться, либо предложить сотрудничество, возможно, это горные страны, так же самое, да, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и Кыргызстан. Но почему я написала Украину, Казахстан? Потому что это тоже страны региона нашего, у которых есть свои вызовы, экономические в том числе, но, тем не менее, которые заявили, например, о переходе, о климатической нейтральности. Можно обсудить вообще, как они на такое решились и как планируют достигать таких целей, например, да, потому что заявить одно дело, другое дело дорожную карту создавать для этого и так далее. А у Украины в том числе есть разные интересные механизмы, например, углеродный налог и так далее, которые как бы тоже нашим странам рано или поздно всем в регионе нужно будет внедрять. Также стоит поучаствовать в работе платформы Варшавского международного механизма по потерям и ущербу, и, в принципе, все платформы, на которых обсуждается loss and damage, да, потери и ущерб в связи с климатическим кризисом, я уверена, что голоса Кыргызстана там очень не хватает, и стоит делать все, чтобы он там появлялся. Да? Перспективы, контекст Кыргызстана и возможные решения. Да? В том числе это платформа для поиска не только таких же стран, да, которые находятся в таком же состоянии, как и вы, в таком же положении, но и поиск тех же ресурсов, технологий и так далее, вот, для того, чтобы выходить из этого положения. Здесь оставляю ссылку на пока что очень предварительную, очень общую программу, вот, которую я нашла на официальном сайте. Далее скажу, какие дни, возможно, на какие дни стоит обратить внимание конкретно, но в целом программа будет обновляться, они немного опаздывают в этом году, к сожалению, с расписанием, вот, поэтому нужно будет просто обновлять позже. На данный момент мало информации, но вот 3 дня, которые я выделила здесь, это День энергии, и там, например, есть такая сессия, как Green Recovery for Climate Action, да, зеленое восстановление. Как вы знаете, после пандемии коронавируса нашим экономикам точно нужно восстанавливаться, и вопрос в том, в какую сторону, да, возвращаться ли в прошлое, как бы восстанавливать все так, как было раньше, либо делать что-то другое, делать более амбициозное и делать экономику более зеленой. Также 8 ноября – это как раз-таки день потери ущерба, loss and damage. Там будет ряд встреч, в том числе высокого уровня, в том числе только для делегаций. И 10 ноября День транспорта, тема, которая мне тоже кажется, может быть, довольно интересной. Опять же, там мероприятий пока с конкретными временными слотами крайне мало, вот, но стоит, ну, то есть, скорее всего, все, что будет на эту тему происходить, будет в основном происходить в этот день. То есть стоит как раз-таки этот день потом искать в программе и смотреть, на что стоит попасть. И да, закончу, наверное, тогда в целом таким посылом, что можно делать, кроме непосредственно, как на этих переговорах, что можно, в принципе, делать в сотрудничестве с климатической сетью.
Это, конечно же, консультация, собственно, то, что мы сейчас делаем, и это очень здорово. Но также это встречи во время переговоров, это участие в сайд-ивентах вместе, да, то есть это могут быть эксперты из общественных организаций на одной панели с представителями делегаций официальной. Также у нас есть традиция, к сожалению, в этом году мы ее пропустим из-за того, что довольно очень такой сложные переговоры в этом году, много непонятного вокруг них, вот, но в следующем году надеемся продолжить. Это традиция делать один день такой ужин, нетворкинг ужин для того, чтобы познакомиться с экспертами, с журналистами, с общественностью, с делегациями всех наших стран ВЕКЦа. Мы делали уже 2 таких ужина и проходили довольно интересно. Обычно мы проводим эти ужины между 2 неделями переговоров для того, чтобы еще обсудить какие-то важные выводы после первой недели и наши планы на вторую. Да? То есть это немножко такая еще стратегическая встреча, но в целом для того, чтобы лучше понимать вот из постсоветского пространства, кто вообще здесь находится, что за эксперты, к кому можно обращаться. Также, конечно же, возвращаясь к нашей одной из стратегических целей, это информирование, да, и работа со СМИ, мы только рады, в принципе, через пресс-конференции Digest Echo во время конференции ООН, так и между ними информировать и делиться своей информацией, которую мы создаем, переведенная, например, из английского на русский позиции Кэна, но также то, что мы и сами создаем. Вот, и здесь я оставила ссылку на наш еженедельный дайджест новостей про климат, про климатическую политику, про энергетику. Он на русском, и это одно из таких, ну, наверное, уникальных продуктов коммуникационных именно на эту тему, именно на русском. И также в целом площадки, которые мы создаем, здесь конкретный пример одного нашего проекта, который мы в этом году начали, но сеть имеет в своей основе, в своей главной цели, это как раз-таки объединение людей, нужных людей с другими нужными людьми, поэтому даже если вы сейчас, например, не видите там конкретно какое-то мероприятие, к которому стоит присоединиться в рамках нашей сети, это всегда, мы всегда открыты для того, чтобы, например, на какой-то конкретный запрос, да, попробовать ответить, найти эксперта и так далее. Вот. Но здесь я указала климатические диалоги, это проект, который в этом году мы начали, это 6 рабочих групп на разные темы, от биоразнообразия, адаптации до образования, климатической политики и возобновляемой энергетики. Вот. Оно объединяет это проект больше 200 экспертов из наших стран, и они уже готовят свои первые результаты, первые обзоры, позиции к концу этого года. Вот 20 октября как раз будет наше такое публичное мероприятие, где мы представим часть результатов, которые эти эксперты вместе в своих рабочих группах создали. Так, если не ошибаюсь, это все. Честно, не следила за временем. Надеюсь, что вложилась достаточно. Вот, буду рада еще ответить на вопросы. Я буду здесь. Если смогу чем-то помочь, буду очень рада. Большое спасибо.